Аллаху ва баракату. Это обращение к моим землякам, цахурцам и админам групп, которые в Инстаграме, в других социальных сетях цахурцев, с тем, чтобы мы, значит, уделяли первоочередное значение сохранению нашего родного языка. Многие братья, которые знают меня, в том числе, что, иншаллах, чтобы с точки зрения религии, чтобы я разъяснил, я просто хотел некоторые моменты, которые мы не знаем, то есть я тоже недавно об этом узнал. Вот, к примеру, есть сура Римляне, Ар-Рум сура есть в Коране, ва алейкум салам баракату всем, где Аллах Субхану ва Тааля, вот если кто откроет это сура Ар-Рум, прочитает, очень много там мудрых Аллах Субхану ва Тааля приводит притч. То есть среди его знамений сотворение небес и земли, среди его знамений это то. И в том числе есть аят 30, то есть сура 30, аят 21, среди его знамений сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину в этом знамение для обладающих разумом. Вот это доказательство, если кто просит далил, шариатский, исламский, для чего же, например, братья, которые религиозные, так, значит, на это внимание уделяют, чтобы язык сохранить, то есть свой родной язык, который Аллах Субхану ва Тааля сотворил. То есть вот видите, аят есть в Коране, где сказано, что Аллах Субхану ва Тааля среди его знамений. Что такое знамение? Это чудо. Это чудо Аллаха Субхану ва Тааля. Если мы посмотрим вокруг, мы увидим чудо. Везде небо, земля, птицы, животные, деревья, все, что мы вокруг будем видеть, это все чудо Аллаха Субхану ва Тааля. Один из этих чудес и знамений является язык, на котором мы разговариваем. И вот этот язык, который мы друг другу понимаем, друг другу объясняем. И Аллах Субхану ва Тааля каждому народу отправлял пророка, который на его языке именно доносил единобожие, таухид для тех людей, которые понимали его язык. И поэтому я вот этот момент хотел объяснить, чтобы, значит, многие, которые спрашивают, несмотря на это, вот здесь в Тафсире пишется, невозможно найти двух. Еще одним из таких доводов является разнообразие языков и цветов кожи. Человеческий род велик, но все люди являются потомком одного человека и обладают схожим голосовым аппаратом. И несмотря на это, невозможно найти двух людей с абсолютно одинаковыми голосами, абсолютно одинаковым цветом кожи. Как бы не были похожи голоса и оттенки цветов, между ними всегда можно обнаружить некоторые различия. Воистину в этом заключается знамение, которое свидетельствует о совершенном могуществе и непреклонной воле Аллаха. Но вместе с тем они свидетельствуют о его милости и заботе о своих творениях. Господь сотворил подобное разнообразие для того, чтобы люди отличались друг от друга и не запутывались, а в противном случае человечество лишилось бы великих благ и возможностей. Имеется в виду, что это? Это значит далил на то, что каждый человек должен стараться, по крайней мере, сохранить свой родной язык. Теперь возникает вопрос многим братьям, когда это аят и так далее, когда их призываешь к тому, чтобы изучали родной язык дома и так далее. Он говорит, это же Аллах Субхану ва Тааля у нас же не спросит в могиле, например, и судный день, да, вот, знал ты свой цахурский язык или не знал. Я таким людям хочу вопрос задать. А разве Аллах Субхану ва Тааля спросит, например, какой цвет тебе нравился, например, когда ты шел машину покупать, белый, красный, черный, там, да, синий, зеленый, не будет спрашивать. Также Аллах Субхану ва Тааля не спросит, какая еда тебе нравилась. То есть не нужно сравнивать вот так чрезмерно, например, ко всему подходить. Да, вот да, Аллах Субхану ва Тааля не спросит, язык ты свой родной знал или не знал. Но, однако, знание языка, который человек, это огромное благо, огромная польза. Это человек, который язык свой знает, историю свою знает, историю своих предков знает. Он самоутверждается в жизни, то есть он полноценный человек бывает. Он не бывает неполноценным в этом плане. То есть, грубо говоря, человек не попадает в разные ситуации. Например,
Особенно это относится к малочисленным народностям, как вот, например, тульцы, цахурцы, агульцы, например, у которых там небольшое количество. Вот я, как цахурец, и любой другой, который из малочисленного народа, который попадает в обществе, если у него спрашивают о чем-то, если он не может ответить там, да, за свою историю, за свой язык, например, он говорит, я там какой-то национальность, и с ним начинает разговаривать, короче, кто-то из его, он не знает языка, он какая-то неполноценность бывает. Это приводит к тому, что человек, не сказать, чтобы он теряет уважение к себе, да, но у него вот эти критерии там самоуважения, самоутверждения в обществе, они как-то смываются, уменьшаются немножко. Поэтому в этом плане я призываю всех изучать свой родной язык. И, может, где-то чуть-чуть затянул я, здесь некоторые сделал это. У нашем цахурском интернет-сегменте очень много групп. Машаллах, очень много молодых ребят, там даже есть сестер, которые ведут паблики и так далее. Я призываю всех. Значит, во-первых, если вот это вот мое обращение понравится, я его сохраню, пожалуйста, поделитесь, чтобы до всех дошло. Мы должны выработать единую общую какую-то, да, идеологию, общий как бы план развития, чтобы не разделяться. Вот, например, из всех которых групп пабликов на цахурском языке, особенно я хотел бы отметить паблик, который называется Яксум. Этот человек, машаллах, я его лично не знаю, но этот человек очень старается, делает всякие разные видео, делает всякие разные фотографии, там, да, красивый, у него креативный подход изучения цахурского языка. Называется Яксум. После этого эфира я обозначу, сделаю это самое, отмечу, чтобы вы подписались на этот язык. Всем рекомендую. Также я рекомендую, то есть прошу, чтобы вы этим обращением поделились с админами больших цахурских групп. То есть мы должны объединиться в усилиях. У нас может быть у всех, мы разные люди, у нас может быть разные религиозные убеждения, у нас может быть разные политические убеждения. Кто-то из нас, ментальность у него, например, азербайджанская, да. Кто-то у нас есть ментальность пророссийская, то есть кто в России живет, у него менталитет пророссийский, скажем, тут более на Россию ориентированный, а кто живет в Азербайджане, у него более такой, да, скажем, они являются там патриотами Азербайджана. То есть мы сейчас в таком положении оказались, именно и цахурцы, и другие национальности, рутульцы, аварцы и лезгины, что граница нас разделила уже больше 30 лет и отдаляет. Вот, например, сейчас я разговариваю на русском языке, но я знаю еще азербайджанский язык и турецкий язык. Но если я сейчас начну говорить на азербайджанском, на турецком или на цахурском, даже найдутся люди, которые не поймут. То есть вот сейчас это обращение у меня к русскоязычной аудитории, если так можно сказать. Пожалуйста, поделитесь, чтобы до всех это дошло, информация, чтобы они правильно подходили, чтобы правильно понимали, чтобы, например, вот сейчас у нас была вот война в Карабахе, и многие, например, чоджар, которые цахурцы, баджеры, которые живут в Дагестане, они не понимали смысл всего и удивлялись, порой даже доходило до каких-то споров там и так далее. То есть есть какое-то непонимание. То есть я еще раз повторюсь, у нас может быть опять-таки разные религиозные, разные политические, ментальность разная есть, но наше связующее нас всех цахурцев, там, любого народа, это его язык. Мы, если этот язык потеряем, который, неважно, в устном виде, мы же разговариваем, неважно, даже если есть различия в написании этого алфавита, то есть алфавит у нас там латинский, здесь кириллский, даже это вот кириллица, алфавит, есть разный алфавит, кириллица, есть алфавит, который латиница тоже, но язык общения, который люди друг с другом поддерживают отношения, мунасабат, то это вопрос здесь, братья, потом вопрос отвечу в самом конце. Враждует ислам. Всем надо изучать историю свою. То есть, имеется в виду, история это такая вещь, многих, если мы правильные выводы сделаем из нашей истории, мы многие ошибки не будем повторять. То есть, которые ошибки были, мы их не будем повторять. Тот, кто забывает свою историю, он обречен на то, что он одни и те же ошибки будет повторять. Почему? Потому что история это такая вещь, которая не бывает чего-то нового в истории. История это повторяется, как зигзаг. Понимаете, да, как зигзаг, вот крутится, как бумерангом, все возвращается. Единственное, что меняется, это меняются люди и декорации вокруг этой темы, например. А так, вот эта психология, мышление определенных масс людей,
на чем, на каком убеждении они были и 100 лет, и 200 лет назад, и 50 лет назад. Эти люди, их потомки, их предки, это все обратно транслируют те же идеи, которые были их предки, их это самое. То есть мы должны от истории делать правильные выводы. Здесь еще хотел такой отметить вещь, что именно проблема малочисленных народов заключается в том, что очень много разных противоречий у них. То есть есть, например, какие-то большие нации, да, уже которые сформировались в силу того, что у них есть государственность, в силу того, что у них есть экономика, есть, короче, как история, которая фундаментальная, написанная, которую преподают в школах и так далее. А такие малочисленные народы, как мы, кроме нас, никто, вот запомните одну вещь, что кроме нас лично, вот кто ты, например, смотришь, например, кто-то, да, я или кто-то другой, никто за нас, и ни в Азербайджане, ни в России нам нашу историю, наш язык не будет помогать сохранять. Единственный, кто, каждый из нас, как маленький кирпич, который строит большой дом, мы должны сами стараться. Во-первых, дома изучать. Во-вторых, поставить вообще перед собой цель. Поставить цель, ният это называется, намерение сделать. С сегодняшнего дня, вот вы меня, если послушали, если вам понравилось, во-первых, поделитесь, чтобы многие, чтобы услышали эту речь. Во-вторых, делайте намерение. Вот подпишитесь на вот эти каналы, которые вот Ексум, брат наш работает, очень хорошо. Подпишитесь на газету «Нур». Вот смотрите, я об этом тоже хочу отметить. На газета «Нур» есть на кириллице, то есть на кириллице есть, его можно читать. Если кто не знает язык, пусть не оправдывается, что я не знаю язык. Есть, можно электронную версию газету «Нур» выписать. Можно в любой город России можно доставлять. Стоит копейки. Копейки стоят, то ли 500 рублей, что ли, там за 3 месяца, полгода. Это копейки. Даже если кто-то хочет и есть нету возможности, обращайтесь к нам, мы вам поможем, сделаем бесплатную подписку. Единственное, вы захотите этого. Просто изъявите желание, даже если кто-то здесь смотрит из Азербайджана, да, например, Чоджа, проблем нету, никто никуда не запрещает, мы можем отправить вам через электронный адрес. Сейчас многие жалуются, вот государство там, тут, это. Сейчас не время каких-то территориальных споров, территориальных каких-то претензий. Все, это время прошло, мы живем в век глобализации, когда... Условно говоря, до такой степени интегрированы люди в друг друга, там, да, в разные общества. Кто-то едет на заработки в Россию, там, кто-то в Турцию, кто-то куда-то. Уже такого нету, чтобы там, знаете, чтобы там, как вам объяснить, в школах преподавать. Тем более вот это школьное образование, оно тоже как бы теряет смысл в связи с интернетом. То есть я что хочу сказать? Если мы поставим перед собой цель, что мы будем изучать, мы создадим свое интернет-виртуальное сообщество, тем более это панацея, вот это лекарство именно, вот это рецепт для сохранения такого народа, как цахурцы. Нам никто телевидение не даст, там, никто нам не даст, например, выйти, потому что сауч миллят в бомбе, да, вот как сказать, на одном этом ауч, короче, мы небольшой народ, поэтому каждый индивидуально цахурец, индивидуально любой, который лезгин, авар, он, если должен поставить перед собой цель, если он перед собой эту цель поставит, что я вот хочу свой родной изучить, никто ему не сможет запретить. Даже если какие-то там, скажем, недруги, да, вот такие тоже есть. Не будем отрицать тот факт, что, да, действительно, сейчас об этом не будем говорить, что есть проблема. Есть проблема и в Дагестане есть, и в Азербайджане есть. Эти проблемы, они не то что естественные, они не должны быть в здоровом, правильном обществе, да, справедливом обществе. Эти проблемы не должны быть, но они есть. Мы сейчас про это не будем говорить. Но это как раз таки испытание для нас. Насколько мы правильно отреагируем, насколько мы будем четко, значит, планомерно поставить перед собой задачу сохранения родного языка. Поэтому я обращаюсь ко всем цахурцам, ко всем моим землякам, обратить на это внимание, чтобы мы, опять-таки, отбросили все наши какие-то убеждения, что вот он мне не нравится, например, у него борода, он не нравится мне, я не люблю таких, например. Или другой смотрит, у него нету бороды, например, я его такого... Нет, мы должны понимать, что если мы, каждый индивидуально из нас, независимо от своего религиозного, от политического, от менталитета, да, вот, например, каждый из нас индивидуально является носителем цахурского языка. Именно дома, наши предки, наши бабушки, наши дедушки. Если мы от них вот это не возьмем и не
не освоим мы сами в первую очередь, да, и не будем как бы передавать по наследству как бы своим детям и так далее, наш язык исчезнет. Поэтому не случайно, например, Организация Объединенных Наций, например, ЮНИСЕФ, или ЮНИСЕФ, как называется, это, ну, скажем, международные организации, они, например, внесли наши языки в список, которые вот исчезнут там. Если мы не будем стараться, ничего делать, не сделаем, этот язык по прогнозам может... Конечно, все в руках Аллаха, субхану тааля, по его воле все происходит. Если на то воля Аллаха, что наш язык исчезнет, да, и мы там в Азербайджане будем перенимать азербайджанский язык, и в России русский язык, это неизбежность, например, если есть, это Аллах предопределил, оно такое будет. Но это не значит, что мы не должны делать сяй, то есть мы не должны стараться, чтобы стараться по мере своих возможностей, каждый на своем уровне, чтобы эту ситуацию изменить. Для этого нам очень сильно может помочь интернет. Для этого нам может помочь вот эти технологии. Там. Сейчас любой из нас может снять видео, может сделать это. Мы должны сами активничать. Я, к сожалению, не вижу среди наших цахурцев таких активных, которые могут видеоролики сделать. Да, есть. У нас аккаунт, еще раз к этим братьям, сестрам обращаюсь, цахурских групп, админам. Но я как вижу, нету связи между азербайджанскими цахурцами и российскими цахурцами. То есть, оно понятно, что есть языковой барьер, есть барьер ментальности, то есть менталитета, да, это понятно. То есть, например, я владею азербайджанским, цахурским, русским языком. В этом плане я как бы, например, могу как бы чуть-чуть цементировать этих, скажем, аккаунт друг другом и там связать, там кого-то перепост сделать сюда, показать это. Но в основном сейчас я что наблюдаю, да, кто на русском языке только умеет. Даже есть такие, которые админы групп, которые он только русский знает. Он даже цахурский не знает, он живет в России где-то. То есть у него уже вообще другая ментальность. То есть он не жил даже, не то чтобы там среди цахурцев, не жил. Он не впитал вот этот цахурский менталитет, который присущий нашим предкам. У него чисто как бы русское мышление. То есть среди русских ребят, но у него есть там тяга к своему народу. Но он не понимает это с точки зрения объем у него, вот, понимания нет, как надо общаться, как надо подходить, что можно говорить, что нельзя говорить. То же самое у азербайджанских цахурцев, которые никогда не жили в России, никогда не жили в Дагестане. Поэтому вот такие вещи надо учитывать. И когда мы что-либо говорим, что-либо пишем, кому-то что-то, мы должны на это серьезно посмотреть, чтобы не обидеть, не дай Аллах, наших братьев, которые живут в Азербайджане. То же самое азербайджане, которые живут, чтобы, не дай Аллах, не обидели наших братьев в Дагестане. То есть мы должны к общему цели идти, отбросить все вот эти моменты. Кроме всего прочего, мы должны оправдывать друг друга, не искать друг друга ошибок. Мы должны, нас и так мало. Вот смотрите, сейчас вот я лично обращаюсь ко всем, кто мне вот слышит, особенно в Азербайджане. Скажем, в России с этим чуть-чуть порядок. То есть любой цахурец на себя цахурец говорит, да. А вот в Азербайджане с этим проблема. Многие даже не говорят на себя цахурец. Я просто знаю, лично видел, например, из моих, скажем, одноклассников до 15 лет, которые я жил в Гах, район Гах, из моих одноклассников, с кем я там во дворе вырос, с кем я там в футбол играл, там, с кем я ходил там на эти спортивные как бы секции, среди, скажем, 100 цахурцев, если я знал в течение своей жизни, которые из Гахи, среди них буквально может быть от силы 5-10 человек просто на себя говорят цахурец, не говоря, что они язык даже потеряли. Даже я сам являюсь частичным носителем своего языка, там может быть 30-40% знает. То есть не то, что язык потеряли, это все, это понятно. Даже на себя цахурец не говорят. Это я вот ответственно отсюда заявляю. Почему могу даже поименно людей, с кем я объяснял, просто это, извините меня, это по этому называется, как это, такое плохое слово, да, но это такое слово, это вот Чингиз Айтматов есть такое, это даже фильм «Манкурт». Что такое манкурт? Вот пусть хоть кто обижается, да, тот человек, который свой народ потерял и причисляет себя другому народу, он человек манкурт.
Конкретно вот ответственно здесь заявляю я. Пусть кто-то меня опровергает, пусть кому-то не нравится, кто-то мне за это, может быть, разгневается, но человек, который, грубо говоря, у него предки, вот у меня дед, отец цахурец, они всегда были цахурцами, их предки всегда. А прикиньте, я вот воспитал сына, он говорит, завтра живет в Азербайджане, он говорит, я уже не цахур, я азербайджанец. То есть как получается, даже это очень порицаемое явление, когда какой-то человек причисляет себя к какому-то другому отцу. Грубо говоря, если я какого-то етима взял, например, да, сироту взял на воспитание, да, у него нет отца, матери, я его воспитываю, да, вот он живет у меня дома, и у него, например, отца зовут Магомед, да, я говорю, нет, ты пиши Фахрудинович, нет, это неправильно, Аллах Субхану на это делает проклятие. Почему? Потому что нельзя называть, причислять себя к другим отцам. То же самое относится к народам. Нельзя ни в коем случае, если, например, твой отец Ахур, ты не должен говорить, что мой отец Азер. Ну, Азер, скажем, это отец азербайджанцев, да, а, например, Цахур это, скажем, условный Цахур, да, вот поймите правильно, мы все от Адама, алейхиссалям, произошли. Но ты не должен перечислять это никому не понравится, никому, твоим предкам, представь себе, если ты будешь причислять себя к Азеру, да, именно к человеку, скажем, опять-таки, азербайджанец, скажем, его отца звали Азер, да, к нему будешь причислять тогда, как твой отец Цахур его зовут, это будет, например, завтра твой дед воскреснет, и вы вместе, иншаллах, перед Аллахом Субхану ва Тааля станете, и твой дед, твои предки тебе скажут, например, мы для этого, что ли, тебя, как бы, для этого, что ли, я никах делал с твоей мамой, бабушкой и так далее, ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Для этого, что ли? Я для того делал никах со своей мамой, чтобы там, ну, дедушка, скажет, своей бабушкой, чтобы мой род продолжался. А ты мой род погубил, получается. Все. Халяс, как арабы говорят. На этом все. Уже мой род не продолжается. Разве они будут довольны? Это раз. Во-вторых, если человек забывает своих предков, ну, многие забыли. Например, я, альхамдулилля, по милости Аллаха, за то, что мой дядя мне рассказал, мой отец рассказал, мы знаем предков своих там поименно, хоть лично на фотографии не было в то время, да, не знаем, но имена знаем. И некоторых биографий чуть-чуть знаем, что он там воевал, там где-то на войне погиб, там, да, Великой Отечественной, другой там какой-то герой, третий там какой-то ученый был, четвертый какой-то пастух был. Мы их не сифаты, как бы их не описание знаем. И когда мы, мусульмане, когда читаем намаз, мы же делаем дуа за своих родителей. Раббана, ну, сейчас я не помню, сейчас могу ошибиться. Раббана ахфир ли валидейя валь му'минина йома якум аль хисаб. Вот, дуа, да? Это в этом наших предков, наших родителей, мы дуа делаем за них, чтобы Аллах Субхану их простил. Еще лучше будет, если мы своих предков, например, мой отец Ибрахим, его отец Абу Бакр, его отец Насруллах, его отец Али, его отец Мирза, например, да, вот я знаю. Я представляю, например, ну не я, вот каждый из нас, если вот после этого видео, вот если вы послушаете и вот запомните, вы начнете искать своих предков, и деда, и прадеда, и прапрапрапрадеда, вплоть до фамилии своего, и вы после каждого намаза, когда вспомните вместе Рамазан, там, после того, как вы ифтар сделали, такие времена, когда Аллах Та'ала принимает дуа, пятницу, вы будете дуа делать, каждого поименно будете вспоминать, каждого поименно будет дуа делать. Представьте, альхамдулилля, эти мужчины, которые, иншаллах, были праведными людьми, наш народ, пусть Аллах, Субхану Та'ала, нас уберегает от высокомерия за свой народ. Пусть Аллах, Субхану Та'ала, не даст нам такого, чтобы мы гордились. Это нельзя делать, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто гордится своими отцами, своими предками, пусть схватится за орган, мужской орган своего отца. Представьте, какой страшный хадис. И когда сахабы спросили, я Расулюллах, разве вот так и сказать? Например, сейчас, может быть, какие-то сестры, да, смотрят, женщины смотрят. Расул сам сказал, так и скажите, настолько это омерзительно, настолько это противно, настолько это неправильно хвалиться своим народом, хвалиться своим нацией, хвалиться своими предками. Однако, тут другой вопрос. Братья, которые про национальность, когда разговор ведут, они вот этот хадис часто приводят. А другой, смотрите, хадис. Мы знаем, что когда человек пришел
что-то покупать, вот, например, я выхожу с дорогой машины, прихожу что-то покупать у какой-то бабушки, которая с зеленью торгует, и она продает за 100 рублей. И я начинаю, я говорю, о, это же сунна, я буду сейчас с ней торговаться, подешевле сделать. И начинаю, это же сунна. Бабушке говорю, у меня машина там стоит там 5 миллионов, а я вышел с ней, торгую, я говорю, бабушка, а ты этот зелень за 90 рублей продашь? Ты же сунну делаешь, и потом такой довольный идешь, что ты же сунну сделал. Это не сунна, это наоборот мухалифа, то есть оппозиция сунна. Сунна в этом случае является то, что ты идешь, спрашиваешь у бабушки, бабушка, сколько стоит? Она говорит, 100 рублей. Ты говоришь, мах тебе 1000 рублей. Потому что эта бабушка своими руками это как бы сам вырастила, вышла там, на хлеб денег заработала, а ты идешь с ней торгуешь. То же самое, когда, например, какой-то цахурец, какой-то рутулец, огулец, у которых там всего-то, вот он красным, как его, красной книги, вот-вот уже это народ исчезнет. Там их осталось 10-20 тысяч. И когда какой-то условный брат азербайджанец, которого 10 миллионов только в Азербайджане живет, и в Иране их много, там 20 миллионов, и по России. И когда я, условный цахурец, у которого вот-вот исчезнет, прихожу где-нибудь в Кахе, где-нибудь в Закатале, где-нибудь в Азербайджане, говорю, я цахур, начинает. То есть национальный вопрос не поднимай, да. И это, говорят, еще обидно бывает, когда мусульмане, когда ахли-сунна, которые единобожники, ладно, там джахили, там, да, какие-то ататюркисты, там, пантюркисты, которые, ну, это нацисты, такие же нацисты, как у лезгин тоже, у аварцев, у чечен, у всех есть. Нацист это вообще другая нация, это к мусульманам, к нам отношения не имеет. И есть среди них такие, которые, например, говорят, Танры Türk'ü korusun. Только турков, чтобы Танры, их илях, это божество, чтобы только турков защищал. Или говорят, Türk'ün Türk'ten savayı başka dostu yok. Yani, кроме турка, у турка нету этого, как его, друга. Или говорят, еще говорят, не мутлу türk diyene. Это вообще, это мозг взрывается. Не мутлу türk diyene, это значит, как это, то есть, турк, если ты турк на себя сказал, какой-то счастливый, короче. Вопрос возникает. Брат, а я цахурец, я что, уже несчастливый, что ли, от этих слов? То есть, получается, я к чему это говорю, да? В некоторых случаях, вот это сунна, то, что они говорят, национальность не надо делить, там, про национальность нельзя говорить. Наоборот, в некоторых случаях даже нужно говорить. Понимаете, о чем я говорю? Нужно говорить. Почему? Потому что мы исчезаем. Если мы о себе не заявим, если мы о себе не расскажем, вообще мы потеряемся. И тем более наши достойные сыновья, вот на Карабахской войне, Фагам Мамедов из селения Сувагиль, мужчина, он пожертвовал своей жизнью за то, чтобы спасти других своих сослуживцев. Представьте, это героический поступок. Его поступок зайдет в историю, уже, иншаллах, зашло. Об этом будет поколениями друг друга говорить. Или недавно я вот видел, например, наш цахурского этого кянсовет, который глава администрации Вагиф Алиева, племянник, живет в Кахе, фотографии недавно выставили. Правда, у него отец илисунец, но они тоже цахурцы, как бы илисунцы тоже цахурцы, у них генетически, и это, хоть они не говорят, где-то отрицают, но есть такие, которые не отрицают, кстати, илисунцев, я многих знаю уже, как будто возвращаются к своим истокам, они признают. Недавно Шишу, когда этот, как бы спецназ, когда штурмовал, там среди них цахурец был, говорят, что флаг он водрузил. То есть, опять-таки, я со слов Вагифа Алиева это слышал, говорю, но факт утверждать не могу. Кахский парень. То есть, такие достойные ребята, такие достойные, подняли качество нашего народа, имеется в виду его репутацию, подняли. Мы это должны говорить это. Мы должны об этом делиться и это везде распространять. В этих пабликах, которых, например, дагестанских больших пабликах, я сейчас имена не буду перечислять, почему-то нет у них. Есть там Даниэл Бека фотографии про историю, они друг друга перепосты делают, там, да, пишут, но это просто слова там, это просто оттуда выдержка сюда, это фотография сюда. Надо, чтобы разъяснять людям, общение должно быть. Вот если кто меня слышит, если кто-то послушает, кто-то сделает репост, там, отправит вот этот прямой эфир другим пабликам, пусть выйдем, будем общаться, будем говорить про это. Если мы про это не будем говорить, если мы не будем культивировать это, если мы не будем об этом общаться, если не будем это комментировать, обсуждать,
Мы не сможем развиваться. Интернет, альхамдулилля, нам дает такую возможность. И поэтому я бы хотел обратиться еще раз к моим землякам, к цахурцам. Пусть Аллах Субхану Тааля в первую очередь убережет нас от национализма, чтобы мы не гордились своей нацией. Никто не... Тем более, у нас есть, например, чем не тоже хвалиться, нам есть очень много чего радоваться. У нас, например, в нашем селении было первое медресе во всем Кавказе, это все знают уже. Благодаря, например, общественному деятелю, политологу, уважаемому Руслану Курбанову, например, я вот считаю, что этот человек катализатор, то есть вот, как объяснить, который вот, бывает же там, высохшее поле было, он пришел туда, воды налил, и все начало свести. Вот я лично на убеждениях в этом вопросе, именно вот в этом вопросе, на убеждениях Руслана Курбанова. То есть я на него подписан, я смотрю его видео, его политика, его подход мне нравится. Это, я думаю, самый правильный подход из всех, например, этих движений. То есть он нашел золотую середину. Он, например, его одинаково не любят всякие садвалисты, да, вот нацисты, не любят его. Почему? Потому что у него подход другой, у него исламский подход, то есть он ориентируется исламскими ценностями, он опирается на багаж истории своих предков, которые были праведными. Он постоянно про Хаджи Дауда говорит, Мишкирский, который объединил в свое время Ширван, Шамаха, изгнал оттуда сефевидов. Он говорит о Мухаммад Ярахском, который был, представьте себе, Мухаммад Ярахский был вдохновитель имама Шамиля, про который сейчас все говорят, имам Шамиль, да, воин, герой и так далее. Но его вдохновитель был лезгин. А мы, как цахурцы, вот это, кстати, тоже вопрос хотел затронуть, чтобы мы правильно к этому подходили. Мы, по сути, и есть лезгиноязычный народ. Это другой, конечно, разговор, сейчас я не хочу об этом говорить. Да, мы цахурцы, но мы относимся к лезгинам. Поймите же вы, наконец, братья мои, чоджар, почему азербайджанец не говорит, что я не тюрк? Он говорит, я азери-тюркиум, азербайджанский тюрк, говорит он. Почему? Потому что турки — это большая семья, да, туркские, туркоязычные. А мы, может быть, самые истинные лезгины. Вот если какой-то лезгин услышит, он вообще, может, в шоке будет. Но мы являемся, это Цахурское село является главным городом страны лезгин. Лакзан, который назывался в то время. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим цахурцам. Оставьте эти националистические Нам сейчас объединиться надо, объединиться. Мы должны стремиться найти, причину для объединения, чем найти причину, чтобы разделиться. Мы не должны искать. Вот смотрите, у нас что? Вот я вам сейчас один вещь скажу, рецепт. Мы должны согласиться, мы должны объединиться. В первую очередь, каждый из вас индивидуально со своими мыслями должен объединиться. То есть, понимаете, да? От чего мы должны исходить? Мы должны в первую очередь от себя, своего шур, своего сознания, своими мыслями собраться и вот здесь в голове сделать порядок сам собой. Ага, все, утвердился, какую-то единую стратегию взял, вперед. Дальше ты должен семью вокруг. Дальше ты должен объединение, как должно идти. Во всех смыслах, это и в исламе то же самое. И в народе то же самое. Объединение как должно идти? Должна общая какая-то стратегия. Первым ты на что-то нацелился. Ага, с сегодняшнего дня я нацеливаюсь на то-то, на то-то, на то-то. Делай намерение. Потом дальше вокруг себя твоя семья, твои дети. Если ты, например, твой близкий, мама, папа, там это. Ага, дальше кто? Брат. Дальше кто? Твои двоюродные, твой тухум. Нет, дальше даже не тухум, род. Потом тухум, потом село. Потом дальше село выходишь, другие села. Ага, мы объединились селами. Дальше с кем объединяться? С родственными. С кем? С родственными рутулами, агулами, лезгинами. Они нам родственны. Ага, дальше кто? Дальше уже чеченцы, аварцы. Почему? Потому что Кавказ, если взять, например, они у всех один корень. Просто есть дерево, а на этом дереве выросло много-много разных этих веток. И на каждой ветке какой-то язык. Вот мы сейчас, например, говорим, это аварцы, у них вообще другой язык, мы не понимаем. На самом деле, язык, который изучает человек, лингвист, или как их называть, они прекрасно знают, что все языки нахско-дагестанской языковой группы, они из одного корня. Например, вот я вам скажу такую вещь, чтобы каждый цахурец знал это. Вот слово «ца» что такое? «Ца» — это огонь, да, мы все знаем огонь. Вот запомните, в любом дагестанском, чеченском языке, ингушском языке слово «ца» — это огонь.
Представляете? Это такое старое такое слово, да, вот. И таких слов очень много. У всех народов один и тот же корень. Вот, например, брат появился у нас в Чечении, сейчас это смотрит эфир, он тоже, наверное, в шоке. У всех один корень. Сейчас чеченец, конечно, не поймет сахурца. Чеченец, Гавайя там разговаривает, у них вообще другой язык, а у нас там другой язык. И нам кажется, о, это вообще другой язык. Нет, братья мои, когда-то чеченец, аварец и лезгин, сахурец, лакис, даргинец, они все были один корень. Язык, и по языку это один корень. И по антропологии, то есть по антропологически анализ ДНК, все один корень был. То есть мы должны искать для объединения причины, а не для разделения. Для разделения шайтан нам сколько хочешь даст, чтобы мы ругались, чтобы мы там это... Сейчас обсуждение идет, а герой не герой, имам Шамиль. Субханаллах, это же кто кинул туда середину? Это же кто? Это шайтан, иблис кидает, чтобы мусульмане с друг другом это кипишевали. Не хотят они, чтобы мусульмане объединились. А нам нужно объединение. То же самое и с азербайджанцами, и с тюрками, со всеми. Мы должны на основе которых вещей, которые нас сближают, объединяться. А это именно ислам. Но в то же время, когда мы объединяемся с такими большими там арабами, например, там, да, где-то общаемся, где-то, если, да, с турками или с другими большими там народами, да, например, мы должны свое тоже не терять. Почему? Потому что ислам как религия не пришла для того, чтобы всех превратить в арабов, всех превратить там в турков или кого-то. Нет. Ислам пришел. Ислам это самая справедливая, правильная религия, у которых нету недостатков. Это мы, люди с недостатками, портим по своему глупости, по своему невежественности, начинаем по-другому трактовать, да. А ислам, она совершенная религия и справедливая религия. Вы представьте себе, если Организация Объединенных Наций, которые по выдуманным законам, да, неверующие люди, которые придумали выдуманные законы, но иногда смотришь, да, у них кое-какие вещи, да, лучше, чем мы живем, как бы, да, вот это самое, как мы практикуем ислам. Из-за чего? Из-за того, что не из-за того, что наши законы плохие, потому что мы их не знаем, во-первых, не практикуем. И смотришь, они там какие-то меморандумы, или как, резолюции, или что-то делают, там, вот типа, вот эти народности, вот эти языки, они исчезнут, давайте их возьмем под контроль, да. Например, цахурские, рутульские, небольшие вот эти народности, языки, они взяли под контроль. Красный цвет горит, короче, что вот-вот исчезнет. Вот вопрос возникает. Неужели у них эта система справедливая, чем ислам или мусульмане? И тем людям, которые говорят, например, в основном я обращаюсь к азербайджанцам, моим братьям, которые постоянно где-то критикуют. Мы же почему? Потому что мы находимся... раньше, если мы где-то в маджлисах где-то собирались, там, да, где-то в Гадикане, еще нет такого возможности. Сейчас мы собираемся в интернете, там, в социальных сетях. И когда я, например, условный Фахруддин про цахурцев что-то делится, другой сразу начинает порицать. Не делай, да, миллят шаббаты не делай, да, там, национальный разговор не делай. Если я не буду про свой народ говорить, если я не буду свой народ как бы в хорошем смысле рекламировать, да, ну, наш народ исчезнет. И тот человек, который свою историю, свой тухом, своих предков, который в Азербайджане забыл, он, если он не будет помнить, если он не вернется и не будет интересоваться, откуда он будет знать, он так и будет всю жизнь говорить, что я азербайджанец, и все. Даже не будет думать над этим словом, какой же капкан он входит, когда он говорит на себя азербайджанец. Он думает так, что я говорю на себя, как, например, географически, он может в мыслях подразумевает, что он цахурец, да, но в то же время он подразумевает, что это я географически здесь нахожусь, и поэтому на себя так говорю. Тогда вопрос возникает. Мы, которые находимся в России, да, мы говорим на себя говорим россияне, мы не говорим русские. Почему? Потому что если мы скажем русские, это уже сразу у нас в мозгу получится как бы это, ну, не состыковка получится. Мы говорим россияне. А в Азербайджане такого нету. Если ты скажешь азербайджанец, все, ты автоматически становишься азербайджанцем по национальности, а не потому, что ты географически там. Я это не могу некоторым нашим чоджар объяснять. Приходится долго объяснять, после этого у них что-то включается, тогда они понимают. Вот этот щелчок включился, и они понимают, да, это капкан. Поэтому на себя, например, в Азербайджане, которые живут, наши чоджар, пусть меня правильно поймут, я не в том плане, нацизм делал и так далее. Мы просто должны себя оберегать. Если мы говорим азербайджанец, мы должны огласовку делать. Азербайджаннанам. Я из Азербайджана.
Я азербайджанский гражданин. Вот так надо говорить, а не так, я азербайджанец. Если ты говоришь азербайджанец, все, у тебя национальность. Почему? Потому что азербайджанец, национальность, который живет в Дагестане, он никогда на себя не скажет дагестанец. Он скажет, мы азербайджанлыям, скажет, что в Дербенте живут, там живут. Они же не говорят, что мы дагестанцы. Почему? Потому что он говорит, я азербайджанец, я оттуда. Он причисляет себя к этому народу. Так же, который живет азербайджанец в Грузии. Он же не говорит, что он грузин. Хотя по их методу, да, они нам, есть некоторые среди них джахили, которые запрещают, например, цахурцам, не надо, да, что ты там, говорит, национальный вопрос поднимаешь. Скажи азербайджанец, и все, да, не надо цахур, там, лязги, говорит. Почему тогда в Грузии азербайджанцы на себя могут азербайджанец нормально говорят и так далее? Почему? Потому что они хотят себя к этому народу причислить, поэтому они прям явно называют себя. Поэтому пусть Аллах Субхану еще раз говорю, убережет меня от национализма, от того, чтобы мои разговоры не приводили никаким смутам, чтобы только хайру, только благому приносили. Почему? Потому что даже вот такие разговоры, которые, вот, например, ках или закатала, когда вот это кто-то услышит оттуда, даже цахурец какой-то условный, который живет в кахе, он даже в первую очередь такие цахурцы, которые манкурты, они против меня выходят и начинают со мной враждовать. Представляете? Даже не азербайджанец, тюрк там, да, он наоборот может даже где-то ему, машалла, такой интересный народ, там, ему даже диковинку, изюминка-то как-то, да, уважает наоборот. Азербайджанец условный, я сколько смотрю, они говорят, вам молодцы вы, говорят, красавчики вы, говорят, который там где-то в Нахчеване, Ленкаране, там в Шамахе живет, он наоборот рад ему, машалла, вы, говорит, они даже авар говорят некоторым лезгинам, авар шахлары, короче, вот вы там закаталинцы, вот вы там кахские, такие, машалла, дерзкие, они наоборот хвалят им по кайфу. А наш, который цахурец, которого я деда знаю, что он был цахурец, но он говорит, я азербайджанец, он в первую очередь на меня выходит, со мной кипишует, миллят это не делай, говорит мне. Я просто лично таких знаю. Я таких людей только манкуртами называю, больше никак. Не, конечно, если огласовку делаем, мы им даем, короче, узур, то есть оправдание. Если он не знает, если он бедолага, никогда не слышал, да, вот таким мы, да, нормально. А есть, который прям знает, что свой дед, что свой отец, он даже слышал речь дома, он, короче, против уходит, ему даже неприятно такие разговоры слышать. Почему? Потому что у него свой мир уже, он свой мир создал уже, свой, и в этом мире он общается, и ему не нравится то, что когда такие разговоры делают. В общем, я надеюсь, не наскучил вам своим разговором. Этот эфир я сохраню. Иншаллах, поделитесь среди наших чоджар, среди цахурских групп, чтобы как можно больше людей это услышали. Почему? Потому что цель наша, просто я почему вышел этот эфир и накопилось просто. И читаешь эти комментарии, читаешь, кто-то с кем-то спорит, что-то кому-то кто-то доказывает там, что-то. Еще раз в конце скажу, отбросьте вот эти все разногласия, отбросьте все вот эти, как сказать, вещи, которые нас разделяют. Не говорите там обидные слова друг другу. Я вас прошу, в первую очередь я сам себе делаю насыха. Я тоже человек, который ошибался. Я тоже человек, который мог и может, опять-таки повторяю, мог и может написать неправильные вещи, сказать неправильные вещи. Я прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы Аллах Субхану Тааля сделал наш язык благим, чтобы мы говорили благое, чтобы Аллах уберег наш язык, наши поступки от плохих вещей, от плохих разговоров, которые могут принести к каким-то фитнам. Пусть наш язык говорит только благое. И я хочу сказать, любой мусульманин так скажет, если я что-то хорошее сказал, то это от Аллаха Субхану Тааля, от Его милости, от Его, скажем, то, что Он вложил в наши уста, такие слова. Вот. А если я в чем-то ошибся, то это от моего нефса и от шайтана, который моему нефсу вот это васвас сделал, вот это научение сделал. То есть мы должны вот так друг к другу относиться. И я, пользуясь случаем, прошу прощения у тех, кого, если я своим словом, если своим делом обидел. Ведь были и такие, которым, да, и силу своего характера, кто меня знает, например, знает, что где-то могу резко ответить, где-то что-то, да. Но мы живем, мы каждым днем мы должны поставить себе цель совершенствовать свой разум, свой язык, свой адаб, свои манеры, свой ахляк.
И мы должны стремиться к общению с праведными людьми. Самое лучшее, вот, например, для воспитания человека, это находиться в обществе праведных и умных, образованных людей. А это и даже не людей. Я вам всем советую почаще читать книги. Почаще читать книги. Пишите в комментариях, у кого какие книги есть, у кого что кто читает. Потому что это очень важно. Чтение книг приводит человека к тому, что человек понимает свои ошибки, над ними работает и работает над своими ошибками и критикует себя. И поэтому я вас прошу, ради Аллаха, если кто-то увидел мою какую-то ошибку, что-то я что-то не так сказал, пожалуйста, исправьте меня, пишите мне в личку, пишите под комментариями, но давайте будем соблюдать адаб, давайте будем соблюдать ахляк, не будем называть друг друга, тем более народы. Аллаху Акбар, иногда читаешь, вот не поймешь, вот пишут там, да, например, сейчас тем более с Азербайджаном же тема была, вот Карабах и так далее, да, субханаллах, не поймешь, вот кто это пишет. Какие-то левые аккаунты, какие-то что-то там. Этот на него что-то, этот ему отвечает. Братья, давайте не будем это делать. И, то есть, не будем, и главное, будем пресекать таких людей, которые вносят смуту среди мусульман, среди нашего народа. Еще раз скажу, вот эта Карабахская война, да, вот именно то, что там произошло, многие вещи показала. Многие вещи. Мы видели людей, которые реально переживают. Мы видели людей, которые хотят, наоборот, разделить, которые обидные слова говорили и так далее. Да, мы таких видели. Мы должны сейчас выводы для себя правильные делать. Например, есть которые или сунцы, с кем я, например, спорил по поводу истории, языка и так далее, им доказывал, что они отрицали это. Многие из них мне, как только война началась, когда я начал поддерживать, ну, как бы я оттуда сам, мои предки, мои родня оттуда, мы там наши родственники, и тем более они мусульмане, они за правое дело, то есть они правы вообще, они, вот, Азербайджан, он прав, то, что, значит, свои территории освобождает. То есть мы полностью, цахурцы переключились, забыли все вот эти разговоры, да, вот то, что там цахурец, там история, там Илисунский, там это движение, там, мы забыли это во время, почему? Потому что они в шоке, они удивились, машаллах, они так обрадовались. Почему? Потому что мы говорим, мы мусульмане, мы такой народ. Мы можем чуть-чуть там, да, где-то в чем-то разногласить, где-то что-то непонятки могут быть. Но когда нужно, мы должны объединиться. Мы должны с самым главным врагом разобраться, ему, короче, дать то, что он заслужил, выгнать его, а потом мы мусульмане, альхамдулилля. Мы с ними на поле сражения будем решать наш вопрос, с этими людьми, которые покушаются на мусульман, да, с этими. А мы не на поле сражения, мы сядем, чай будем пить, аккуратно, маслахат будем делать, маслахат общаться. Почему? Потому что мы мусульмане. Мы мусульмане, мы только так можем общаться, мы только так можем прийти к общему знаменателю. И вот многие даже, которые азербайджанцы, крахские и так далее, они удивились, то, что увидели ярое вот такое, как бы с моей стороны, со стороны наших чоджар, что эта поддержка пошла. И я еще хотел такую вещь добавить, чтобы все поняли, да. Вот мы всегда должны говорить правду, иншаллах. Вот я, например, живу в России, да, и здесь, например, есть, ну, азербайджанцы, с кем, например, где-то познакомились, где-то общаемся, где-то вот телефон записал, и статус смотришь. И что удивительно, те азербайджанцы, которые живут в России, которые граждане России, я смотрю на их статусы, я смотрю на их социальные, которые делятся, смотрю, очень мало они про это, да, про это. Почему? И некоторым я пишу, я говорю, почему вы, говорю, так мало там делились? Ну, говорит, мы же, говорит, в России живем, мы же граждане России, неизвестно еще, какая политика будет. Может быть, здесь армяне есть, там, туда, вдруг они... Я говорю, субханаллах, говорю, вот, понимаете, да, дух, где нужно показать, надо показать. И это не зависит от национальности. Если ты на стороне истины, на стороне правды, независимость от национальности, ты должен его показать. Почему? Потому что мусульмане раньше нету. Азербайджанец, тюрк или там где-то в других местах что-то происходит. Например, мусульман, мы же знаем, где мусульман притесняют, где мусульман, например, проблемы, войны и так далее. Наше должно сердце насчет этого всегда быть рядом с мусульманами. Я вот это хотел сказать. Ассаламу алейкум, извините, что так долго затянул.